Привет всем! Я решил специально для вас записать отдельное видео на тему статистики приватного канала, так как вебинар, который мы провели на эту тему, не был записан. И в целом складывается такое ощущение, что люди не понимают, что это за канал, какая информация там предоставляется. Поэтому я посчитал нужным записать отдельное видео. Я вначале покажу приватный канал изнутри. Вы увидите, какого формата сигнала там дается, как отрабатывается. И перед тем, как перейти к статистике, я объясню именно каким образом выведена эта статистика, на основе какой базовой информации. Давайте перейдем к каналу. Я сейчас покажу несколько ситуаций. Даже несколько ситуаций можем разобрать. Вот это наш приватный канал. Изнутри выглядит вот так. Сигналы даются именно вот в таком формате. Пишется название монеты или любого инструмента, но в основном криптовалюта у нас в приватном канале. Пишется название монеты, указывается цена, выше которого лонги или ниже которого шорты. И стрелкой дается направление и потенциал. В целом вот это последняя сделка, ну последний сигнал, который был дан. По этой ситуации сейчас покажу комментарии. В комментариях все четко написано. Вот зашел, момент, когда я заходил, написал зашел, потом написал стоп-лосс. То есть я вышел по стопу в этой ситуации. Дальше я покажу еще несколько сделок, ну несколько сигналов. Вот ситуация с монетой Аки. Вот был дан сигнал выше 0,01745 лонги. Сейчас посмотрим, как все это выглядит. Опять же, то, что касается сигнала, дается цена, откуда инструмент может пойти, у которого можно поставить короткий стоп и получить большой потенциал. Стрелкой указывается потенциал и, конечно, дается направление. А в целом вот у нас вот такой сигнал, который заранее был опубликован, а дальше сейчас посмотрим отработку. Вот 13% чистого движения. Я заходил на двух биржах, на Bybit и на Bitunix. Вот здесь на Bitunix указано, что я вышел по take profit. Средняя цена 0,019846. А то, что касается тейка, тейк был поставлен по цене 0,19281. В целом, вот дальше посмотрим картинки. Вот именно отработка, уже постфактум скрин. И чтобы вы понимали, вот то, что касается этой ситуации, здесь идея заключалась в том, что после сильного движения инструмент шел несколько дней в сторону лонга, и инструмент прошел больше 1000%. После отката инструмент начинает удерживать вот здесь, потом вот здесь. То есть появляется в инструменте какой-то большой покупатель. И после такого роста, если кто-то начинает удерживать инструмент и выкупать, скорее всего, инструмент пойдет в сторону лонга. И здесь то, что касается вот этой ситуации, после закрепления можно было зайти в позицию и получить свой тейк. Вот здесь на 5-минутке я еще раз показываю вот эту ситуацию. Это та же самая картинка. И здесь можно было зайти вот здесь. Ну, здесь нежелательно заходить, поскольку почему можно было, причина заключается в том, что было закрепление выше уровня, но нежелательно заходить в такой ситуации, поскольку инструмент много прошел и быстро подошел к уровню, пробил, закрепился. Но мы видим, что вот если бы мы здесь зашли, нас бы выкинуло по стопу, дальше мы могли зайти вот здесь, после закрепления, и могли зайти здесь и здесь. То есть нам 3 раза, ну точнее 4 раза давали точку входа. Если бы вы зашли в первый раз, вас бы выкинуло по стопу, а вот в последующие разы, например, у кого модель входа после закрепления в сторону основного движения
им бы дали точку входа те, кто заходит лимитными заявками на тесте уровня. Они бы тоже получили свою точку входа, стоп-коробки, и можно было здесь взять большое соотношение. Дальше посмотрим. Вот, например, эта ситуация. Здесь тоже был даншор. И здесь тоже вот все прописано. Точку входа дали. Я вот написал, я тоже вот все эти сделки исполняю. Я показал, что 7,3% прошли в нашу сторону, то есть уже 1 к 3 дали. Можно еще раз зайти в шорт, инструмент около уровня, то есть инструмент откатился к уровню, я написал, что можете еще раз зайти в шорт, те люди, которые не зашли. И дальше вот 13% чистого движения, и я вышел. Дальше давайте еще посмотрим. Вот, например, эта ситуация. Посмотрим. Опять монета Аки ниже 0,013 800 шарты. Вот я написал комментарий. Дождитесь закрепления обязательно. И то, что касается этой ситуации, как бы я написал, что в этой монете сидит большой покупатель, который не успел выйти. И написал свои ожидания, что инструмент может очень сильно пойти в шорт. Дальше давайте посмотрим. Вот в инструменте, ну, падение было, и точку входа просто не дали. Я вот и написал, хоть и инструмент пробил уровень и дал импульс на 10%, больше чем 10%, точку входа не дали. Ну, давайте еще что-нибудь посмотрим. Ну, это вот то, что касается вебинара, который у нас был. Вот здесь комментариев много. Вот давайте еще вот эту посмотрим. И еще одну покажу. Сигнал, ну, несколько необычный. Вот то, что касается этой ситуации. Монета BSB. BSB USDT ниже 0.1500 шарты. И в целом вот в этой ситуации как бы мы получаем наши шарты. У нас указан уровень, указано направление и указан потенциал. В целом, вот в этой ситуации здесь заходить нежелательно было. Вот здесь можно было зайти, мы бы получили стоп. Со второго раза, если бы мы зашли, но здесь заходить не нужно было, ну, нельзя было, потому что мы много прошли, а вот здесь уже можно заходить. И то, что касается этой ситуации, я написал, что вот я полпозиции закрыл, более чем 1 к 4, показал карточку с байбита. Вот дальше опять выставил скрин, написал, что еще полпозиции вышел 1 к 8. Вот опять же карточка. И вот остальная часть позиции. И я вот тут написал, что я полностью вышел из позиции. Как вы видите, наш ожидаемый потенциал был отработан. Почти 22% чистого движения. И такие ситуации можно определить. Таких ситуаций много на рынке. Давайте я вам покажу еще одну картинку. После этого уже перейдем к статистике. Мне бы хотелось вам показать монету Lab. Насколько я помню, монета была в районе $16, когда я давал шарты. Вот посмотрите, как выглядел сигнал. Вот эти уровни, они идут с дневок, и на часовике тоже отрабатывают. И в целом, чтобы вы понимали то, что касается этого сигнала, 16 850 до $8. Вот сигнал был именно таким, и когда я давал этот сигнал, я понимал, через какие уровни и каким образом инструмент, скорее всего, пойдет. И то, что касается моих ожиданий, как все это отработало, сейчас мы посмотрим. Я выхожу частями. Вот это был сигнал на Lab USDT ниже 16920 шарпы. Зашел с очень коротким стопом 1 к 7. 1 к 7 полпозиции закрыл. Ну, ваша 1 к 3.
давно дали, то есть это уже касается людей, которые подписаны на наш приватный канал, что для них сигнал уже отработан. Дальше 1 к 10, еще 25% от позиции вышел. Полностью отработан сценарий. Вот, посмотрите, это сигнал, который вы видели до. Вот этими путями же все отрабатывается. Сейчас монета стоит там в районе 0,15, если не ошибаюсь, там 0 с чем-то стоит сейчас монета. Ну, в целом, вот то, что касается отработки сигнала, вот даже у нас в приватке есть вот такие сигналы, которые именно вот на большие потенциалы, и как вы видите, вот все это четко было отработано. Итак, давайте перейдем к статистике. Был подсчет этой статистики. То есть у нас и в приватном канале все про это написано. Именно то, что касается пользователей, если они пользуются именно все по правилам, они должны ставить стоп 20% от атара и брать 1 к 3 тейки. Так как не все умеют работать с короткими стопами, поэтому я даю именно ситуации с большими потенциалами. То есть, где движение проходит от 10 до 20 и в некоторых ситуациях и 50% движения, где вот такие потенциалы. А то, что касается именно статистики, прибыльным считается та сделка, которая дает 1 к 3. Вот этот сценарий, этот сигнал считается прибыльным. Например, есть ситуация с перезаходами. Если там сделку дали со второго раза, а первый раз стоп-лосс, то эта сделка именно считается в таком варианте, что одна убыточная сделка и одна прибыльная сделка. И все, что дает 1 к 3, вот эти 1 к 3 уже считается как прибыльная, а то, что касается стопов, считается как убыточная. И то, что касается именно ситуаций, в которых нам точку входа не дали, мы отдельно вот это тоже прописали. То, что касается именно вот этой статистики, мы вывели статистику за полгода. И как бы вот давайте начнем с января. Вот январь у нас статистика по январю. Всего сделок 37, прибыльные 21 и убыточных 10 сделок. И еще 6 сделок не дали точку входа. То, что касается прибыли, вот у нас написано 53R. Но это 53 риска, то есть на единицу риска, на единицу стопа, сколько прибыли вы получаете. То есть если там ваш риск $10, вы заработали бы за январь $530. Если ваш риск 1%, за январь вы заработали бы 53% к депозиту, если бы все именно исполнили в таком плане, в котором вам давались. И выходили бы 1 к 3. Вот эта цифра тоже считается 1 к 3. Там неважно, ну, какой потенциал я беру, какое движение я беру и какое соотношение я беру, как бы все это не считается. Просто если сделка уже дала 1 к 3, эта сделка считается прибыльной. И то, что касается винрейта, это соотношение прибыли к убытку. Вот то, что касается винрейта, винрейт 67,7%. Дальше, февраль. Ну, в феврале сделок было мало, всего сделок было 21, 12 прибыльных, 6 убыточных и 3 ситуации точку входа не дали. То, что удалось заработать, это 30 рисков, и мы получили 66,7% винрейта. Следующий месяц, март. 22 сделки, прибыльных 18, 14 убыточных. Таких ситуаций, в которых точек входа не было, у нас таких ситуаций не было. Прибыль 50 рисков. И винрейт 81,8%. Дальше.
Вот то, что касается квартального, мы смотрели вот первые 3 месяца, мы подытожили в квартал, всего сделок 80, точнее сигналов 80, из них прибыльных 51, убыточных 20, ситуации, в которых не дали точку входа 9. И за первый квартал, ну, за эти первые 3 месяца с начала года можно было заработать 133 риска. То есть вот если бы вы брали в каждой сделке 1% риска, вы бы заработали относительно своего депозита 133%. Дальше вот продолжаем. То, что касается апреля, у нас 34 сделки, из которых 28 прибыльных, 5 убыточных и одна ситуация, в которой точку входа не дали. Винрейт 84,8%. Прибыль 79 рисков. Апрель у нас был одним из очень хороших месяцев. Дальше вот у нас май. Май худший месяц, насколько я помню. Ну, 57,6% винрейт, 33 сделки, из которых 19 прибыльных, 14 убыточных и ситуаций, в которых точек входа не дали, у нас нет. Можно было заработать 43 риска за май. Дальше июнь. В июне у нас винрейт 72,2%, сделок было 39, прибыльных сделок 26, убыточных 10 и 3 ситуации, в которых не дали точку входа. Можно было заработать 48 рисков к депозиту. Дальше. Ну вот то, что касается второго квартала. То, что касается второго квартала, у нас за второй квартал было 106 сделок, 73 сделки прибыльные, 29 убыточных и были 4 ситуации, в которых у нас точек входа не было. И за второй квартал можно было заработать 190 рисков. Ну вот, по сути, если бы вы совершали вот все эти сделки и брали риск от депозита 1% в каждой сделке, ну вы бы почти утроили бы свой депозит. Дальше вот у нас первое полугодие. Было совершено 186 сделок, прибыльных 124, убыточных 49, ситуации, в которых не дали точку входа 13, прибыль 323 риска. То есть, опять же, ну, здесь уже можно учитывать депозит на 1% риска. И винрейт 71,7%. В целом вот за полгода у нас вот статистика именно такая. Винрейт 71,7%. Это очень высокая цифра. И опять же я повторюсь, каким образом все это считается. Если сигнал дал 1 к 3 соотношение, считается сигнал прибыльным. Если до того, как получить прибыль, до того, как инструмент дал соотношение 1 к 3, были точки входа, которые заканчивались стопами, это считалось как убыточная сделка. И в целом в одном сигнале можно было получить такую ситуацию, которая считалась бы именно за 2 сделки. То есть, если вы вначале получили бы стоп-лосс, потом перезашли, и инструмент дал бы 1 к 3, мы в этой ситуации считали бы, что у нас одна убыточная сделка и одна прибыльная сделка. Вот статистика была именно собрана в таком формате, подсчет был сделан именно вот таким образом, а не таким, например, каким я публиковал. В целом я публиковал именно по пропорциям, как я выходил. И были ситуации, которые там я выходил частями 1 к 3, 1 к 4 и 1 к 5. Были ситуации, в которых я полпозиции закрывал 1 к 4, следующую там часть 25% от позиции закрывал 1 к 8 и оставшуюся часть 1 к 10. То есть вот все это как бы не считается. У меня будет абсолютно другая статистика, а статистика именно, которая в приватном канале, абсолютно другая.
Ну, здесь понятное дело, что поскромнее, поскольку именно то, что касается условий приватного канала, как этим пользоваться, там не написано удерживать сделки, там 1 к 10. Если 1 к 3 дали, все, нужно выходить. Вот то, что касается сигналов, то, что касается приватного канала, я показал вам изнутри, показал подсчет и показал статистику. Вот то, что касается этой статистики, я понимаю, что показатель очень высокий, но все эти цифры могут подтвердить те люди, которые подписаны на приватный канал, и в целом я все это показывал, где я захожу, очень часто пишу, когда я захожу, я показываю карточки от бирж и показываю и в моменте скрина, когда я захожу, то есть до захода, и уже после. Именно каким образом был отработан сигнал, который был дан в приватном канале. На этом все. Спасибо за внимание. До свидания.